жерге келип калдык кокустан эле. Атайын башка күнү келели деп ойлоп атканбыз. Биз дем алган жерден 40 мүнөт машина менен чайная плантацияга келип калдык. Бүгүн азыр пешерага кетип атканбыз да. Чайдын канча өскөнүн дайыма көргүм келчү да. Мынакей обычно эле биз ичкен кара чайлар ушинтип өсөт. Ак машина менен биз экскурсия кылып жүрөбүз. Да, очень красиво. Царские ворота. Конем. Медведь. Бул аябай чоң токой экен. Мунун ичинде аю, карышкыр, кабан, чапайы мушуктар, түлкү бар экен. Бул жерде жакын жашагандарга эми кышындасы аюлар эшиктерин такылдатып келишет экен. Восточный хостел деп айтылат экен бер. Сусу туп-тунук экен. Жердин тайынан чыгат да. Потому что у нас горные реки, проходит дождь, они очень быстро наполняются. И мы если мы идем в горы, там, детей или взрослых, мы никогда не останавливаемся, не разбиваем палатки у реки. Азыр биз чай плантациядан келдик го. Ушул жерде өскөн чайларды дегустация кылат экенбиз. Чай демдеп берет. Смотря что. Чай? Да. Вы с группой приехали? Да. С Ириной? Ну, сейчас вы попробуете, потом определимся, хорошо? Хайхоа. Эмне экен бул хайхоа деген? Хайхоа. Ира, можно потихонечку? Лаво, вишня. А вот это какой цена? Кизы. По 200. А с чабрецом? Чай демдеп берет экенбиз. А с чабрецом? Чай с чабрецом? Чай проба кылып көргөн атабыз. Азыр чай болуп берет. 100 сомдон экен. Кизил вареньясын качабыз. Бул хайхоа. Фотографируйтесь, просто чтобы понимать, да, понимать, от чего. Нужно ли кипятком, то есть промывать чай, да? Это все не о наших чаях, это все китайская технология, ребят. Поэтому промывать не нужно чай, и он действует сутки. То есть после суток чай уже пить нельзя, ни в холодном, ни в горячем виде. Он у вас уже должен прокиснуть, по идее, да, и все. Ну и говоря о свойствах зеленого чая, он, конечно, больше подходит гипертоникам, так как он будет у вас понижать, да, йодированный фрукт, то есть больше йода, чем фихуа нет вообще ни в одном из фруктов однозначно. Даже в морской капусте нет столько йода, сколько есть фихуа. А самый... Ну, здесь, конечно, сахара немало, 1 к 1, но так как он без варки, плюс его не нужно держать в холодильнике, это обычное варенье, которое спускается в погреб, полностью весь йод, содержимый фихуа, он здесь остается. Но если вы уже открыли баночку, тогда обязательно в холодильнике в течение 10 дней надо доесть, так как у йода есть такое свойство улетучиваться, оно уже будет не таким полезным, хотя варенье не испортится, оно у вас просто начнет темнеть, и чем темнее становится, тем, естественно, йода все меньше и меньше там останется.
Ну что ж, второй чай. Это черный чай с добавкой Нету. чабреца. Если кому не понравится длинное варенье, потому что кизил является природным антибиотиком. Кизиловая косточка – это единственная косточка, которая переваривается желудком и является лекарством от отравлений. Кизил – это первая ягода, которая повышает иммунитет. То есть, если вы хотите, чтобы варенье действовало на иммунитет, на отравление, да, то есть недомогание желудка и так далее, буквально 4 косточки проглатываем, через 20 минут у вас не будет этих проблем, я вас уверяю на 100%, мы с детства так лечимся, и пока помогает. Говоря о иммунитете, здесь, конечно, подход чуть другой. Нужно выбрать 10 дней, не пропуская дни натощак, ложечку. Это, опять же, 4-5 ягодки. Тут косточку глотать не нужно, но при этом не запивать, не заедать, минут 10-15 дать освоиться варенью. Вы обязательно увидите результат. Иммунитет колоссально повышается. Я своим детям каждый год данную процедуру провожу. Мы практически зиму зимуем без болезней. Ну что ж, и следующий чай, это будет черный чай с добавкой разных фруктов. Здесь насыщенность фруктов, конечно, большая, то есть идут 5 видов цитрусовых, малинка, цветок гибискуса, но учитывайте, что каждый сушеный фрукт при сушке теряет как минимум 50% из своего аромата, и своих полезных свойств. То есть не ждите каких-то колоссальных ароматов от сушеных фруктов, да, их практически нет, если не добавлять ароматизаторы. Ну, здесь больше будет играть, конечно, цветок гибискуса, да, это китайская роза. Как раз таки цитрусовые забирают цвет чая, как вы видите, и цветок гибискуса дает такой свой розоватый оттеночек. Данный чай, он больше предназначен для гипотоников, потому что он будет повышать давление. Но если вы хотите... Но в дегустации это все нормально, да. Если вы хотите повысить мгновенно, то есть чтобы был такой эффект сразу, да, то его нужно пить в холодном виде. Если просто как бы для поддержания, тогда в теплом виде. Но гипертоникам, конечно, лучше отказаться от такого напитка, потому что в любом случае... Чай гибискусом давление көтереді. Фейхова вареньесінде аябай көп йод бар екен. Бұл кизил варенье иммунитетті көтереді екен. Бұл барбарис менен аз көре өлчө істейді. Мына биз эмеге келдик, Сочинин эң бийик чокусуна. Ошо дагы чокка чыгып кетебиз, али дагы мына үстүнө чыгат экенбиз. Бул жакта адамдар жашайт экен. Мына светтер уланган. Бак Кыргызстанда айылдарда ушундай светтер уланат го. Мына ушундай светтер уланат экен. Суу чыгат экен, булактар бар экен. Айрыча эле кармашат экен. Чочко багышат экен. Азыр бул жакта биз лимонад, вино жасайт экен. Здрасте. Готовится из спелых плодов фейхоа. Богато йодом. Фейхоа растет вот это вот зеленые листья, вечно зеленое растение. Бұл варенье из грецкого ореха. Интересно, да? Вот этот дерево у них растет. Лавровый? Гошкарейкин. Ушон сротком, вот это дерево у них растет. А вот такое вино красное, это вино для крови полезно. Врачи рекомендуют 150 грамм вина такого в день. У кого понижен гемоглобин.
Вино выводит шлаки, токсины с организма. Рубин, это виноград такой. Сорт винограда. Здесь мед. Лимонад Попробовать мед, пожалуйста. Лимонад тоже можно пробовал. попробовать. Домашний аджик от Химали. Вот варенье из грецкого ореха, очень пикантное такое варенье. Пожалуйста, можете подняться, подойти, посмотреть. Если что-то понравилось, можете купить. На банан бар. На банан екен. Сені сұрап, на банан деп. На банан екен. Бұл. Дағы биік болады екен, мұндан дағы. Прикоснись к банану. Ой. Упадешь, все, не выберешь. Ну почему выберу? Шуйды жасап, чай жоғылтышат кен, вино, коньяк жасайт кен, лимонад жасашат кен қолға. Мына жүзім түгіп тұр уже бияқта. Вы увидите, мы будем проходить 900 метров, а потом будет участочек такой 300 метров. Еще вот проходите. Ну еще раз, здравствуйте, уважаемые. Вот все готовится в вертикальном виде. Особый аромат мяса, пища получает сочетание дыма дров. Мы его сначала растапливаем ольхой, нагоняем температуру, а потом уже туда добавляем какие-нибудь фруктовые деревья и обязательно виноградную лозу. И вот сочетание дыма и дров, особенно мясо, получается Biz şunday yol menen Keşere gettiğimiz pışılda bulduğumuz büyük çıkıp ne uylar cüret Büyükten çıkıp düz yola düştük. Biz eme mındayla gelip bu жаққа taş yol kutlaştır. Taş yol menen Печерге кетпіз. Sigara arkadaşlar. Oo, Печера. Mına sarını qarmap kettim. Yerде түлігі алып келдір. Ақыр өлді де. Салбай. О, Венера düşüp ketdi. Красота. Отдыхаем. Присаживаемся. Да, это мы лазили по пещере. Ну, зря вы так красиво одели. Или у вас это сменная одежда? Ну да, пойдем.
Вон Нашу группу сразу видно почему-то. Ушан чыга экенбиз. Ай, биз пещерага кирсек ушинтип эле болуп чыгабызбы? Ошака чыгып түшө элеми? Мына пещеранын ичине кире экенбиз, а бияка? Мына теректин бүдүрлөрүн, тамырларын. Я в восторге. Шикарно просто. Мына булак. Ой, тоонун чокусуна чыктык. Вообще сонун красота. Они сказали, что они не пьют. Мына пещеранын ичине киребиз. Потом выйдете, я вам время дам. Значит, достали карточки, одели детей. Идемте и под лианами ждете, там будет приятнее. Моя группа. Вау. Проходим. Аккуратненько держимся. Вот там под лианами ждем спелеолога. Мына пещеранын ичине кире экенбиз. Шикарный будет. Бисмиллахиррахманиррахим. Сен алдыңды қарай. Ооба. Снимаю. Как вот? Говорил. Тем более биринчи кеттим. Вау, коркунучтуу. А? Вот отсюда же потом смотрели, чтобы дикие животные, да, не вылезли. А. Ну, не зашли в пещеру и следили, да, у входа. Там еще вход, смотри. Бул жака эмне кылышкан? Жаныбарларды киргизишкен дейсиңби буяка? Бул эмне? Смотри, лианы красиво, Да. Илгери бул пещеранын ичинде кандай гана окуялар болгон? Дождь, здесь водопад. Когда сильные ливни, бывает перила на входе закрыты под водой. То есть вода – причина возникновения пещер, они промыты. Изученный маршрут Воронцовской пещеры, протяженность 12,5 километров. Мы пройдем с вами выход через 3 дня до Гомыси. С вами даже экскурсоводы не пошли дальше пещеру. Не подозрительно? На самом деле, дорогие друзья, мы пройдем сегодня 600 метров. Это часть пещеры с тропой и освещением оборудованы. Все остальные пещеры дикие. В дикие пещеры мы проводим экстремальные экскурсии. Это отдельно. Подробнее в пещере вам расскажу. Мы сегодня с вами войдем в грот Прометей. 600 метров под горой. Выйдем. Наракат чөткенбиз да. Сталактиты. Итак, вот они перед нами. Дождевая вода с поверхности при попадании на камень и известняк, вода породу растворяет как химически, так и механически. Каждая капля воды, устремляя свой слой камня, набирает с собой частичку раствора. В раствор входит мел, гипс, известняк и минерал соли, который весь раствор скрепляет. Насыщенные капельки зависают либо под сводом, либо на сталактите. Вода испаряется, остается раствор и кристаллизируется. Сталактит начинает расти. Чтобы в пещере сталактит вырос хотя бы на 5 миллиметров, требуется около 100 лет.
Капля, которая не удержалась, упала вниз. Падающая капля в переводе с греческого сталагма, полное название сталагмит. Он растет снизу вверх. Так он. По маршруту мы встретим сталагнат, сталактит сверху, сталагмит снизу. Елки дали название новогодняя елка. Возраст датировали в 350 тысяч лет. Под каждой елкой есть животные, птицы. Прямо под ней сова сталагмитовая, вон совушка. Вон, где фонарик, сидит типа сова. Подходите поближе, да. Где вот точка, рядом с ней маленький львенок или собака пекинес, сфинкс, чау-чау, молотус, такие варианты. Дальше посмотрим на стене, видите, пальцы зеленые, рука вот прямо, да? Тоже наотечное образование. Теперь ближе к нам, это у нас друг совы. Как друга совы зовут? То есть слон вымыт, он не сталактитовый, он карстовый. И возьмем с вами сейчас правее на стену. Вот сюда. Вода стекала пленкой. Вот это вот сталактит натечной формы. Он образовал форму летучей мыши, то есть крыло летучей мыши в расправленной форме, точнее. То есть благодаря воображению мы увидели вот эти все фигуры. Но они от природы. И Воронцовская пещера, она дикая. Здесь мало оккультуривания, больше естественности. Вот такой у нас грот первый. Чувствуете нормальный свет? Да. Ничего на вас не давит так? Все. Если что-то по маршруту капнет на вас, вот так, в голову особенно, протирайте, потому что наросты у вас потом появятся. Дальше спуск лестницы, будьте осторожны. Яқтан қармағым келді, мына тартқанша. Korkunçtu ekan. Aldını qarash kerak tashin uchun. Дышите, не слышу дыхания вашего. На дегустацию заезжали, да? Чуть-чуть чувствуется. Маловато будет. Ну там чуть-чуть, да? Маловато будет. Дорогие друзья, так, аккуратненько. Какая? Вода бомба. Да, избегайте водиться как раз больше 22 сентября на стол поставить. Там группа этого, я уже сделал. Он замыкающий, если не ошибаюсь. Принял. И, по-моему, участники должны быть. Не узнали? Что это было? Значит, дорогие друзья, мы сегодня с вами озер, водоемов не встретим. Слово «сдирать шкуру», где подходишь, ложишься и прям ползешь. Мы видели, да, дети? Вот они были в этой системе. Система называется лабиринтовая. Полная протяженность более 2 километров. Она горизонтально наклонная пещера. То есть преодолеть может практически любой из вас. Просто одевается соответствующая одежда, каска, фонарик налобный. Потому что под нами самый нижний ярус называется Кабаний провал. Вот там уже вертикальные колодцы. Туда одеваешь альп снаряжение, веревку. Дорогие друзья, чтобы далеко не ходить, чтобы вас было видно, грот небольшой и сталагнат. Помним, да, сталактит сверху и сталактит снизу. Здесь они срослись. Вот так можете подойти, на камень не садитесь, вот просто рядом присели, там, за сталагнат, как ваше воображение. И аккуратно, если готовы, можно зайти, сфотографироваться. Только смотрите по сторонам, хорошо? Головой. Перед вами девушка пошла через вот этот камень, и вот об этот лобом, видите, вон трещина вниз. Аккуратно.
Данный благодаря натечному сталактитному образованию в виде вот такого органа или трубы органа, посмотрите, как бы напоминает, разной величины. Эстрада зала — это сталагмит. Он между этими лестницами, вот он, сталагмит. Это один из самых древнейших. Его возраст 1 миллион лет, а рост составляет 5 метров. То есть со стороны, и верхушку вы увидите, когда подниметесь вверх. То есть помогает расти ему люстра. Прямо над ним люстра музыкального зала. Идет дождь, сквозь люстру водопад. Вода ударяется в центр сталагмита. Брызги уже сейчас напоминают застывшие капли. Соответственно, они тоже растут навстречу друг другу. Также в этом зале хорошо проглядываются стены пещеры. Это было видно и на входе грота Прометей. Пещера состоит из пластов, слоев. Известняк – органическая, океаническая, осадочная порода. Между пластами известняка ученые находили отпечатки ракушек, скелеты рыб. То есть все доказательства о том, что пещеры, горы Кавказа – это дно мирового океана Тетис. Горы росли, вода просачивалась через карстовые трещины и, вымывая мягкие породы, как мел, гипс, промыло много ходов. В данный момент в Воронцовскую пещеру 14 входов по поверхности Земли. И они все взаимосвязаны. То есть 12,5 километров – это общая протяженность всех ходов ответвлений взятых мест. Сейчас вы можете выбрать любую из лестниц и подняться, дать круг. Я хочу проинтересовать. Сейчас у нас за поворотом будет подъем небольшой. Перед выходом мы соберемся, фото доделываем, дышим воздухом и уже потихонечку будем выдвигаться. Мы в пещере, Воронцовская пещера в Адлере. Рано. Да, я чувствую запах травы и растительности. Пещеры, коллеги, память оставили. Сейчас главное, без фанатизма, потихоньку вот так, никто не торопится, на остановкам, на свою площадку. Мына туугандар, биз ушу пещерага кирип чыктык. Аябай кызыктуу болду. Кадимкидей давленияны сездик. Мына 10 мүнөттүн ичинде жүрдүк. Аябай чуңкурга кирдик. Мына эшикке чыкканда кадимкидей башыма мындай аба оор нерсе баскандай болот экен да. Вообще классно было. Вообще сон. Что? Это бабушка одна ходила с нами по пещерам. Вообще молодец. Это выход из пещеры. Вот эти все, я забыла, как называется, ну, в общем, деревья, как называется, забыла.
Вот. Камни, которые заросли мхом. И здесь очень-очень классно, красиво. А вон там рано. Скамейка. Ой, шынында пешеге кіріп шыққаннан энергиясы көбейіп кетті ғой. Құрсақ ашпады бірақ. Ой, ашып қалса керек деп ойлап отырмын. Ал енекемізді көргеннен кейін біз шаршадық десе ұятты емін. Шындай бұлақ екен. Что ты такой нежный? Ты иди, я тебя помою, Матвей. Ты такой нежненький, что ли? Иди сюда. Нет, что? Что такое, не солдат?